Так, ребята, всем привет! У нас новый контент, в общем-то. Сейчас покажу и расскажу, в чем здесь дело. Сегодня у нас на ремонте Вези 2018 года. Комплектация РС. Вот. Аппарат очень крутой, прикольный. Сейчас покажу его. В общем, аппарат РС чем отличается, так это своими вот такими вот бамперами, да. Потом у него есть вот такая типа алькантара. Потолок идет у него черный, тоже типа под алькантару. Вот. Здесь у него тоже элемент алькантары, не кожи. На Z-ках кожа идет, либо коричневая, либо черная. А здесь вот идет вот алькантара у него, прикольно. Комбинированные вот такие сидушки тоже здесь. Вставка у него идет из алькантары, строчка прикольная. Вот здесь уже немножко другая, видоизмененная. Ну а так, что еще? Вот такие элементы карбона, настоящего, в принципе, японского. Здесь тоже все вот так вот. В общем, тачка, в принципе, по большому счету, ничем не отличается особо. Просто вот это вариант нового автомобиля. У него идет шильдик РС, гибрид. Стопаки немножко другие у него идут. У него тут идет белая вставка со светодиодами. Вот. Что еще? В общем, ладно, это все так. По технической части машина приехала, короче, к нам с Японии уже с косяком. Ну, то есть человек купил ее, и хозяин говорит, что купил он ее уже по дешевому ценнику в свое время. То есть с R-кой, или как это есть в аукционнике, буква. Здесь, в общем, косяк есть, кроется. Коробка, то ли удар был, то ли что. В общем, японец попадал то ли в ДТП, то ли он на что-то наезжал, что подушка вышла из строя. И есть ошибка по машине. Ошибка следующего характера. Сейчас я вам ее покажу. Кстати, по машине пробег 52 662 километра всего. 18 год. Так. 18 или 19? 19, да? Ну, я 18, ну ничего страшного. В общем-то, заходим, когда мы в коробку. Вот такая вот ошибочка выходит. Датчик парковочного положения трансмиссии, выключатель АБ, неверное соотношение напряжения. Вот. Короче, машина бывает не включается на парковку, ну вообще не заводится, не едет, не запускается. То есть у него начинает гореть ПРНД, моргать начинает. Но вот сейчас запустим, может будет такая байда или нет. Но сейчас вроде бы нет. Сейчас вроде бы она запустилась, и она даже поедет. Сейчас пока что ошибка эта, она никак не выдает себя. Ну, в общем, когда едешь, у него появляется здесь шестерня. Тачка все едет, это все начинает моргать. То есть коробка в аварию уходит. И вот такая ошибка у него возникает, в общем-то. В Благовещенск человек ездил. Тоже клиент говорит, что в Благе ему, ну, то есть не помогли с этим косяком. Жгуты все поставили по корявому, что-то они там переделывали. В общем, она не уходит, эта ошибка. Ее стирать, не получается ничего. Во. Как только начинаешь ее стирать, выходит вот такое вот. Начинает моргать. И здесь тоже вот шестеренка должна вылезти, по идее. Вот она, да. В общем, есть у нас одна догадка. Сейчас мы будем пробовать с Максом все это дело устранять. Получится, не получится, не знаю. Но у нас есть какая задумка, в общем. Вот так вот она начинает, в общем-то, елозить. Сейчас запустится. Начинаешь держать кнопку подольше, и она начинает вроде бы как запускаться. Да, вот все запустилось. Кнопку держать надо 10 секунд старта, только тогда запускаться начинает, в общем, машина.
Ну, будем сейчас решать проблему. Датчик, в общем-то, у нас есть, в общем-то, задумка такая, что как будто бы это вилка. Будем сейчас РКПП добираться. Да, я все выключил. Да. Вот она, в общем, коробочка наша. Ну, я, наверное, на другом примере покажу. Вот она. В общем, за положение РПНД у нас отвечает вот эта вот вилка, по сути. Я так думаю. Либо вилка, либо вот эти датчики. Датчики у него находятся вот здесь. Вот рядом с вилкой. Вот. Вот этот датчик, возможно, считывает положение вилки, в каком она находится состоянии. Ну, то есть в ПНРД, в какой передаче стоит. Либо вот этот датчик. В общем, мы сейчас, задача наша, скорее всего, переставить вот эту вот вилку и все. Что говоришь по магнитоле? У него, по-моему, есть код. Он мне, по-моему, говорил, что есть. Ну, нам делать в любом случае надо, поэтому обесточиваю. По-другому, братан, никак мы не сделаем тачку. Код, если что, найдет. Вот. Сейчас Макс будет разбирать. Сейчас покажу, что с косами натворили в этом Благовещенске. Это вообще какой-то капец. Но почему нельзя делать все по заводу, я не понимаю. А что, почему нельзя было? Может, Почему? там какая-то... Нет, просто мне кажется, люди не хотят. Вот и все. То есть, просто, может, не знаю? нет, они, скорее всего, сняли, подключили, а потом не захотели переделывать. Вот и все. Высоковольтная коса идет не так, как надо, в общем-то. О, вот такой вот РС-очка. Багажник у Везеля довольно-таки прикольный. Он не маленький, он очень даже большой. Вот здесь у него находится ЧК безопасности. Всегда обесточивать ее надо. При каких-то проведениях каких-то работ обязательно обесточиваешь ЧКу ВВБ и аккумуляторную клемму. Смотри, как все натянуто. Все натянуто, да, да. Перетянуты. Перетянуто. Вообще. Прикольно Ну, вообще. снимают. Как вот это вот сейчас порвать его, получается? Почему нет? Вот У тебя щас щас- сюда Почему нет? Сейчас ты открутишь вот эти, она пойдет вверх. И все. И она растянется. Да, нет, смотри. Ну я понял, ага. Да не, ничего не будет, и ничего не порвет. Это сигналка вообще. Датчик сигнализации. Ну, я понимаю. Просто тяни резко. Подождите. Не открутил? Короче, вот так как-то все сделали. Сигнальщики тут тоже херни намаяли. Ну, сигналку делали уже здесь, походу, у нас. Да. Starline. Ну, может Starline, может другой какой-то кустарный мастер. Как все перетянуто нахуй тут. Надо порядок привести. Вот коса, которая идет вот так. Это что? Вот, да, Чё? это жесть. Может, они какая-то. тут что-то сломали, блядь? Легко. Вот сейчас будем разбираться со всем этим делом. Тут может провод какой-то даже, может какой-то порванный или что ли изнутри. Ты как его увидишь-то? Никак. Ну да. Вот здесь коса идет. Она здесь не должна вообще проходить. Вот это вот, она должна сюда вот идти. Конечно. Короче, вообще жесть какая-то. Ну сейчас будем все в порядок приводить. Так. Это мы здесь откусим. Вот эту На. всю фигню. Потом как-нибудь ее она вот так вот как-нибудь шла. Ну компьютер, пины вроде бы на месте все. Здесь тоже все вроде как на месте. Клемма. Задача наша сейчас добраться до вилки пока что. Я думаю, дело все-таки либо в вилке, либо в датчиках. Так, ну будем это. А, понятно. Они обломали. Нету этой Защелки. защелки нет. Ну. Ну, так тем не менее, поставили бы туда. поставили бы просто сюда и все. Она бы тут бы вот эта планка держала бы, по идее. Конечно. Ничего, сейчас уложим по-человечески.
Это вообще. Блять, я И она перекручена, но надо, наверное, будет оттуда это вот отщелкивать, что ли, разъем. Как думаешь? Или нормально? Да не, я сейчас попробую тут завести. Ты вот этот пластиковый хомут отщелкни, он же Ну, отщелкивается. давай. Вот так. Не, зачем это? Но он Может, мешает я же. вот здесь, сейчас она вытащится у меня. Не вытащится, походу. Он, видишь, они его поставили даже неправильно. Он не так должен стоять. Он перекрученный. Вот так. Провод. Ага. Ну. Во, вот так, да. Все по-человечески. Покажу, блядь. Я думал, что... Ребята, мне, блядь, покажу. Благовещенск. Почему вы так делаете, а? Вот так должно быть. Делайте Так, а машины здесь-то что закрутили хорошо. тогда? Не знаю. Колесты, блядь, оставили тут. Ну, не все там, наверное, такие. Ну, Это какой-то какой-то сервис, сервис такой попался, но... Прикольный. Прикольный, приколисты. Клоуны, ё-моё. Про нас пишут, что мы клоуны в комментарии. А оказывается, есть клоуны похлеще нас. Да. Так Но мы не клоуны, мы за свой базар пусть отвечаем. Да. Мы тачки делать стараемся. Сейчас вот, думаю, мы сегодня этот везель все-таки сделаем. Этот косяк преследует клиента с Японии. А мы сейчас будем его ремонтировать. Нельзя было, да? Вот так. Да, вот было. так оно должно Всё, быть. У него Все. здесь и крепление. И крепление, да. Есть. Везде есть крепление есть. Угу. Все, коса Уши. четенько все. Ну здесь вроде проводка вся целая, да? Смотри, вроде нормально все. Здесь что-то мне не нравится, жгут как-то натянутый он был. Ну тоже здесь вот как будто вот сюда лазили, что ли. Вот Но- здесь поставили. Да, что-то было. Что-то- Ну давай, вот эти, короче, мы сейчас задача наша вот эту же Так, как-то вот эту- освободить. Вот эта коса у нас, да. немножко Она нам мешаться её будет. Поднять надо будет. Давай этот может. А, он нам не мешает, в принципе, да? Вот у нас третьего болта не видно, короче. Да. Надо Ну, вот- у нас вилка должна вот настолько подняться почти. Ну вот здесь крепление сейчас открутим. Мгм. Вот это. И она немножко поднимется здесь. И там уже будем. Короче, ребята, если мы сейчас вилку переставим, и у нас эта ошибка уйдет все-таки с архива, все-таки я смогу ее удалить, то мы решим эту проблему. Потому что сейчас ошибка вообще не уходит никак. То есть пытаешься ее стереть, она говорит нет. Есть проблема, я не буду стираться. Вот так вот, короче. Вчера я звонил ребятам в Хабаровск, спрашивал, кто-то встречался с такой проблемой. Все сказали нет. Есть человечек, Серега, с Хабары. Он дал мне нужное направление. Ну, как бы, мы вместе посовещались, я ему говорю, братан, может быть вилка? Он говорит, может быть вилка. Это единственный специалист, который, я знаю, что он никогда не откажется своим советом. Всегда поможет. Так что, кто в Хабаровске, приезжайте к Сергею. Я номер даже оставлю в описании нашего видоса. Кто хочет обслуживать автомобили в Хабаровске, обращайтесь. Он толковый специалист, вот такой четкий, просто обалденный. Хондару, привет. Хондари. У него канал Хондари. Ну так-то он хандовод же. Ну да, он хандовод. Ну а так, ребята, что у нас нового? Ну вот масло у нас появилось, Молли Грин хорошее, бочковое.
Вон она, бочечка красивая. Я уже 2 машинки уже пролил этим маслом. Стенд по форсункам имеется у нас. Стенд для профилактики чистки форсунок в обход бака есть у нас. Запчасти для сцепления имеются. Короче, специалист имеется, Максимка. Вон он крутит гайки, вертит гайки. Так что все нормально. Я думаю, что мы справимся. Сегодня мы должны этот везель отремонтировать. Всяко. Не должны упасть лицом в грязь, да, братан? Да, конечно. Да, примерно вот эта проблема и есть. Я думаю, что она, Скорее да. всего. Че, как тебе везель? Ничего, Прикольный, да? прикольно. Мне вот это у него нравится, то, что у него вот этот значок золотистый. Но он не адаптивный, по-моему. Нет. Стекло было бы. Не, у него адаптивный круиз-контроль есть, только вот здесь. А, у него новая решетка уже, да, идет? Скорее всего, вот тут где-то. Ну-ка. У него же. Фары у него, леды вот такие уже. Там Есть, да? адаптивный круиз-контроль где-то там Угу. поставили. Прикольно. Не сюда, конечно, а где-то здесь. Тачка свежая, конечно, должно быть. 19-й год машина, елки-палки. Это же вообще парнишке достался с аукциона. По хорошей цене. Че бы не взять? Ты бы не взял, что ли, братан? Я бы взял бы. Любой бы взял бы. Замочили дроссельную заслонку, заодно все равно сняли ее. По ходовой. Почистим. Нам не сложно. Сняли дроссель, потому что так удобнее. Вот этот шлейф косы не дает снять вилку. А, эти тоже будешь сейчас, да? Да, я соберу сейчас сразу. Ну и заодно проверим, да? А чё, вдруг там контакт какой-нибудь не сидит, да? Тоже может же быть. Да, в принципе. Но это актуаторы. Ничего такого там, ну. Так. Ну, вот это тоже. В сторону. Щелкнули разъемы. Че, разъемы как? Нормальные? Давай посмотрим. Вроде все вроде. целое, да? Ну да. На первый взгляд все целое. Разъемы Delphi. Ну тут что-то какая-то сероватая, что ли, блядь. Да? Или что там такое? Ну-ка. Какая-то она не сухая, блядь. Или она так... Да Или смазка? как будто бы, да, что-то как будто. Вода. Может ее это, слышь? Может, её затопило? Очистителем контактов может почистить. Сейчас вот этот болты выкручиваем, вилку вытаскиваем. Сейчас Макс продует от пыли, потому что грязь может нападать. Обнаружил, что фишка вот эта вот, она вот так обломана. Она не герметичная, нифига. Провода вроде бы как целые. Но вот этот кусок пластмасски обломанный. Сюда легко могла вода залетать. Она не герметичная, потому что эта резинка, она вот этот разъем, по идее, защищает. То есть тут была бы пластиковая часть, и эта резинка не дает проникнуть туда вовнутрь. Вот вода могла попадать вот в этот разъем легко. Потому что смотри, куска-то нету. Какого куска? Видишь? Здесь кусок должен быть. Ну, это защелка. Да. Не защелка, прям кусок. А. Вот это вот пластик. Видишь, что это резинка? Она предотвращает попадание влаги вовнутрь. Ну да. А влага попадала сюда. Но влаги-то сейчас-то нету. А что она выпендривается? Возможно, этот датчик вышел из строя. Потому что вода попадала когда-то. Ну, вот непонятно. Я думаю, в нем причина, наверное. Сейчас посмотрим. Что думаешь, это таким, блядь, этим
допустим, конечно. Все что ли? Красота. Вот она, ребята, вилка. Че, масло нормальное? Свеженькое, по-моему, да? Да, ДВшечка свежая. Тоже, блядь, такая. Ну, отложи пока ее в сторонку. Колечко туда главное не потерять. Крутится, да? Ему что-то там может не давать еще, Да видишь? ну нафиг. Думаешь? Конечно, он магнитный должен быть. И все, да? Да. Не думаю, что там А, вот, что-то. все, вышел. Вот, Ну-ка. Магнитный. Магнит обычный, да? Да. Вот такой вот датчик, ребята. Мы думаем, что это датчик положения по РНД. Будем пробовать сейчас его ставить, менять. Ты вилку не будешь ставить? Ну, я бы не стал бы, наверное, даже. Ты что, потом, блядь, опять вилку будем разбирать? А? Если что, вилку будем разбирать, а что делать? Ну ладно, тогда. Ну давай все соберем просто, ну так как есть. Вот эту косу не будем ничего делать. Просто собираем, дроссель накидываем. И я просто ошибку эту пробую убрать. И все. Если она сотрется, значит все. Значит оно. Прикол такой, ребята. Думали, все будет пройдет ништяково. Но, как оказалось, датчики-то абсолютно разные. На версиях визелей. Коробки разные. Слушай! А если его там взять, посмотреть? Такой, не такой, на выдовой. На. Вот они как отличаются. Абсолютно разные. Этот длинней. А этот короче. У этого металлическая часть, у этого пластиковая. У этого номер PPS-GF40. А у этого вообще мелкие какие-то цифры. ППС АФ-30 8203. Вот такие дела вот. Да, печалька, конечно. Он и не зайдет. Но Убирается вот так вот. печаль ебаная. Вообще печаль. Это, короче, на РСах. Здесь тоже вот на фите до рестайлингового вот такой же датчик. А на РСах уже на 18-19 годах новый уже датчик идет. Хер мы такой датчик найдем. Но. Хер мы его найдем. Молиться только, что это не он, нахуй. А это, походу, он, да? Бля, ну походу, наверное, сука. Запросто он может быть. Ну что, попробуем вилку подменить? Ну да. Что делать? Если не уйдет проблема, то это датчик, пусть датчик ищет. Ну. Говорит, вилка вроде бы один в один, да? Похожая. Попробовать надо, короче. Не, вилка подойдет. Сука, ну что ж вы так... Только она может быть это. По номеру, да? По прошивке, да? По прошивке, да. Прошивку попросит. Ну, вряд ли. Мне кажется, нет. Не должна. Прошивка-то шьется в блок РКПП. Или решение пока что поставить датчик назад. Будем пробовать сейчас. Что? Я знаешь, что думаю? Вот эту вот фишку надо будет загерметизировать как-то. Какую? Вот, которая на датчик одевается. Вот эта фишка. Надо вот тут прям герметиком все. Вот тут вот замазать. Ну пока фишки нету. Насмерть ее прихерачить, да и все пока. Ну, пока я думаю вообще, пока ничего не надо. Пока сделать. ничего не надо. Походу, если, блядь, он... В каком он положении? Нихуя. Мне кажется, только вилка может такое дать. Вот вилка, базара нет, она же крутится. Вот тут механизм срабатывает. А вот эти, они понимают, в каком он Да, положении. да.
И, скорее всего, он считывает показания вот именно вот с вот этих блоков, Да. а не с хуя, не с датчика. Да, мне что-то датчик, мне кажется, блядь, вообще не в ту степь нахуй он идет. Не туда, куда надо, нахуй. Датчик вполне вероятно, что показывает для калибровки, да, может быть, он нужен. Когда калибруется машина. Ну, сейчас посмотрим. Притащить бы сюда, в наш центр, японца, инженера. Привязать его веревками, да? И выпытывать, вот это что такое? А вот это что такое? На цепь его тут На, посадить. да, на цепь его посадить тут и сказать, что вы за машину такую создали? Made in Japan. Так вот. Не, он защелкивается нормально. Ну, он защелкнулся-то, да? Но- Не, мне кажется, это Не в датчике дело, да? Ну ладно. скорее всего. Ну давай, будем думать сейчас. Мне кажется, сейчас. Сейчас все заработает. Слушай, Максимка дает ставку, что сейчас все заработает. Ну, не факт, конечно. Ну, Вполне себе вероятно, да? может быть, и все хорошо будет. Так, как-то там проходит у нас. Ну, это хитро вставляется. Да, что-то В хитром положении он туда заходит. Хлобысь. Все что ли? И все? Да. Вообще легкотня. Ну так. Работает. Они тут косу залепили нахуй. Через какую-то жопу, блядь. Благовещенские ребята. Красавцы, блядь. Ну, Я думаю, он должен заработать. я тоже так думаю. Я тоже на это очень сильно надеюсь, что он сейчас заработает. Хочу на нем прокатиться до хуторка. Мне как раз надо газировочку купить домой. Собирали мы, получается, Максим накинул все, да? Вилку поменяли. Сейчас будем пробовать. Сейчас подадим питание. И посмотрим, идет у нас эта проблема или нет. С Богом, Визелек. Перекрестим тебя. Давай. От винта. Пока ошибок нет. Ошибки-то нету. Ошибка ушла. Интересно. Интересно. Запустить ее, что ли? Запустил пока автомобиль. Пока никаких ошибок не вижу. Переключения идут. Переключается. Все нормально, переключается. Ошибки нету. Ничего не горит. Пока ничего не горит. Пусть нагреется. Прокатиться надо Всё будет. нагреется.
Ты же все же закрутил. Вроде бы. Воздушник прикрутил, да? А? Воздушник прикрутил. Два болта этих. Нет. Нет? Ну ладно, не крепи, братан, пока. Пока не крепи. Сейчас на ошибке еще раз просканирую. Давай просканируем его еще. Сканируй, конечно. Но. Сейчас это пока ехать. Я не думаю. Должна нагреться, словить. Если что-то словляет, то она должна вылезти. Не, мы сейчас здоровье проверим. Все, проверяю здоровье, смотрим. Так, идет сканирование у нас блоков. Посмотрим сейчас, что будет. Так, смотрим ошибочки. Ошибок никаких нету. Вообще ноль. Еще раз заходим в коробку. Заводим машину. Движок как-то работает так неровно. Ошибок вроде бы нету. Все ошибки стерлись. Сейчас едем на испытание. Все, закрывай багажник. Все, поехали. Прокатимся. Поехали мы на испытание. Как будет переключаться и все такое. Посмотрим сейчас. Какая ошибка надо. Идет он хорошо пока. Заряд идет. Автомобиль едет. Японцы должны код давать. Слушай, переключается. Переключения пошли. Да я даже не чувствую, что переключается. Нормально идет. Четко. Идет очень хорошо, но Быстро разогнался. Все как положено. на компьютере ошибок нет никаких. Пока что. Так бы, по сути, в щиток бы вышла бы уже ошибка. Ну да. Понятно, чего вообще не понимаю. Давай побольше переключимся. Давай. Может, парит уже, видишь? Даже вообще переключения не слышно. Я не слышу никаких рывков. Тачка едет вообще. Если
какая-то проблема, сразу слышно переключение, рывки такие. Чук-чук-чук-чук. А тут вообще, да, мягенько. Как новая машина едет. Ну, вроде как бы новая, 19-го года. Что там у нас? Без пробежки. 4 года, да? По Да, сути. ну да. Да, 4. У меня никогда не было машины 4-летней. Это была моя мечта. Всегда все старые. Джедаи всякие, джизеты. Марки Чайзер и вся такая лабуда. Ну, да. Ну, что-то так по ходовке, что-то я где-то там слышу. Что-то есть. Тулек, что-то. Ну, по ходовке. Что-то подбрякивает. У нас сегодня холодно, 48 градусов сегодня у нас. У меня тоже стойки вообще колом стоят. Ну что сказать, мы сейчас хозяину машину отдадим, он будет на ней ездить, возьмем денежку за ремонт, ну и пока я ее присухарю. Пускай он недельку хотя бы отъездит, помониторим, если у него за неделю ничего вообще не появится. Ну, может быть такое, что сейчас она едет, а потом когда-нибудь ошибка может вылезти. Но вряд ли, по идее, она сразу уходила. У меня после калибровки она сразу вышла, и все. Все, паркинг. Все, это. Да, даже можно сейчас пока не ставить. Да. Пойду я что-нибудь куплю, покушать. Давай. Печенье каких-нибудь возьму. Чая. Так вот вроде бы вилку мы поставили. Сейчас хозяину отдадим автомобиль. Я думаю, нареканий никаких не будет. Все будет нормально. Тачка очень красивая. Вот. Ну, в принципе, главное, чтобы она работала. Покайфовать. Подогрев сиденья, он у него где здесь включается. Вот они, да. Чик, чик. Все, пошла. Можно поменьше, вот так вот. А, Поменьше. не, я хочу пожарще, Ну, чтобы давай, жопа загорелась. Я тоже хочу пожарче. Так вот раз. Меня уже греет. Запендря. Короче, ну чё, Так. даем задний ход. Вот. Как Нет, а подтраивает. думаешь? А, нет, это, наверное, такой подогрев по сидению, да, какие-то? Да, ну может быть. Что-то. Типа, О, типа это. пошло. Он сразу такой чик приподнялся такой. Вообще нормальный аппарат. Че, круг еще дадим вокруг объездного? По хатынке, да? А че есть? Все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Мы с Максом дальше работаем. Пригоняйте к нам Хонды. Будем разбираться с вашими проблемами. Вот есть такие проблемы, с которыми надо разбираться. Просто так ничего не дается. Аппарат. Загоняемся. Сейчас ждем клиента. И будем отдавать тачку хозяину. Испытания прошли Это вроде получается... бы. Тачка, все нормально. Сейчас что нам собирать будем? Да, нам немножко. Немножко. соберем. Ну все. Ну тогда вот она заехала, ты что-то там коробку переключал и И загорелась. сразу да? загорелась, да. Процент. Че? Попробуем его. Еще? Да, щелкай, щелкай. Все нормально. Все щелкает. Ни щелчков, ни пинков, ни рывков. Ну, Отлично. ну нормально, что? Да, конечно. Ну-ка, вот так вот уложили всю косу по-нормальному. Все, Макс сейчас собирает. Дроссельную заслонку мы почистили это сразу разом. Да. Потому что мы все равно ее откручивали. Поменяли мы Здесь вилку в фишку итоге. Поставил вот эту фишку. Она с трудом очень туда заходит. Мгм. Так оставили, бросили, не смогли. Ну. Здесь фишки, здесь болты не были закручены, короче. Ну, то есть не подключены туда. Ну, это Здесь мелочь. фишку поломали. Ну, да. Ну, мы А, все это уже показали, по сути, Ну в да. видео. короче, Ну, в да. общем-то, все сделали по фэншую, как должно быть. Все фишечки проверили.
Что сейчас вот? Сигналку пусть уже сами тут как-то по-другому приклеят. Ну. Делают, короче. Ну, Связелек. Все, уезжают. Починили ребятам тачку. Баскалханада баппакка Овсуара хир табахтыр Үлеға кенене ылбаттар Бобулағырылар ылыр Үлеға кенене ылбаттар Бобулағырылар ылыр Эй, сосед, ты хиттиндо Басканы эме туппуттар Ол кими кини жасай